Берд Евлоев, уже успев оформиться, проходит медкомиссию. Годен или нет, станет ясно по первичному опросу врачей, невролога, терапевта, офтальмолога и других. К слову, откосить от армии можно не только по травме или болезни. Призывник не сможет отслужить при низком весе и росте ниже 150. У Берда с этим все нормально. Правда, уже в кабинете травматолога выяснилось, что у него перелом носа. Это тоже будет учитываться. Смотрите, если даже травма носа есть у призывника, он имеет право служить. Там есть специальные категории, где их распределяют. Но по нашему годен Б3. Он идет на Б3 и может служить. Не обязательно травма носа, потому что у кого нет травмы носа, вот сейчас найдите мне мальчика, у кого его нет. У всех же было. Годен Б3, и он имеет право ехать и служить. Допустим, если проблемы с дыханием, с отрыжкой. Если проблемы с дыханием, перед тем, как отправить его, нужно прооперироваться. Но это заранее отправляется в стационар, направляется на дообследование, в стационар делается операция. И тоже может ехать. Уже после прохождения медкомиссии председатель военно-призывной комиссии выносит решение призвать или дать отсрочку, которая, кстати, предоставляется женатым или имеющим от 2 детей или других членов семей на иждивении. 19-летнему Берду Евлоеву службе в армии пока ничего не мешает. Он уверен, отдать долг отчизне должен каждый уважающий себя мужчина. Армия учит ответственности и самостоятельности. К тому же сегодня без военного билета никуда. Ну, а Бог разлучался, органы штига или уже увидит Бог? Военный билет есть шанс. С Бог вот и голос. Весенний призыв сотрудниками военного комиссариата Назрановского района осуществляется строго по общему плану. В текущем году должны призваться на военную службу 100 человек. Предварительно комиссию прошли около 170 парней. Из них отобрали всего 42 новобранца. По Назране, Назранскому району, туда входит у нас 13 сельских поселений, 2 города, это город Назрань и город Магаз. Общий призывной ресурс у нас составляет 8700 человек. Это те люди, которые могут быть призваны на военную службу в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Туда входят это погранвойска, туда входят войска Национальной гвардии, войска Министерства обороны, также некоторые воинские части Федеральной службы охраны. В основном, куда призываются, каждый год наряды меняются. То есть география обширная, допустим, можно попасть и в Хабаровский край, можно попасть и в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Московскую область, Южный военный округ. То есть от нас мы не выбираем, это приходит разнарядка, и уже мы людей распределяем в зависимости от категории годности его. Многие призывники просто хотят получить военный билет и толком не знают о преимуществах службы в армии. Солдат уже через полгода после призыва может заключить контракт для прохождения службы и по истечении 6 лет военной карьеры купить себе жилплощадь на сумму до 4 миллионов рублей. Ну а учащимся в заочной форме на высшее образование, помимо положенных 30 суток в году, предоставляется еще 72 дня на закрытие весенней и осенней сессий, без лишения денежного довольствия. И таких примеров масса, так что со строевого шага у солдата может начаться путь в стабильное и обеспеченное будущее. Первая отправка призывников состоится в мае. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.